За последние несколько лет количество дел с использованием поддельных документов выросло на 43%, сообщает в МВД. В основном подделывают удостоверения личности, используют при этом новые технологии. Например, фотографии в паспортах научились подделывать с помощью искусственного интеллекта. Число судебных дел по этим статьям увеличилось на 43%. Общее количество дел по статьям Уголовного кодекса, связанным с документами, составило 38 тысяч. Среди них приобретение или сбыт официальных документов и госнаград, похищение или повреждение документов, подделка номеров транспорта, подделка документов на лекарства и медизделия. Фестиваль «Нас песня к победе вела» прошел в Доме культуры селения Плиева. В нем приняли участие школьники со всего региона. Программа в основном состояла из патриотических произведений. Мероприятие организовано Минкультом региона и Республиканским домом народного творчества. Репортаж Мадины Цоро. День Победы – один из самых важных и трогательных праздников России. Тысячи людей собираются для того, чтобы отдать честь тем, кто принес себя в жертву и освободил Советский Союз от нацистской Германии в Великой Отечественной войне. На концерте звучат как любимые всеми песни военных лет, так и современные композиции. Творческие коллективы и учащиеся школ региона подготовились для того, чтобы подарить зрителям выступления, наполненные чувством гордости за подвиг нашего народа, совершенный 79 лет назад. Это праздник, который объединяет людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий. Даже совсем юный возраст не помеха тому, чтобы знать и помнить тех, кто отстоял независимость нашей Родины. У меня был прапрадедушка на войне. Он спасал других людей, жертвуя собой. И благодаря этому мы сейчас живем в этой стране, и мы все целые и здоровые. А он пожертвовал собой. Сегодняшний фестиваль патриотической песни проводится при поддержке Министерства культуры Республики и Республиканским домом народного творчества. Цель была собрать как можно больше подрастающего поколения. Воспитание гражданско-патриотических чувств, с детства воспитывать позицию будущего гражданина, его духовную составляющую, его эстетические, этические ценности. Это идет с детства. И прежде всего из дому. Потому что именно в доме родители преподают твои традиции, обычаи, в которых, в принципе, и заложены все самые важные категории. Это и мораль, этика, чувство порядочности, великодушие, милосердие и уважение к старшим. Юные патриоты сегодня показали, что молодое поколение помнит о кровопролитной войне и чтит память героев. У Хавы Евлоевой в Великой Отечественной участвовал прадед Юсуп Евлоев. Хоть информации о нем практически нет, девочка за него очень горда. Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна. Надевают наши деды боевые ордена. Их с утра зовет дорога на торжественный парад. И задумчиво с порога вслед им бабушки глядят. День Победы – праздник со слезами на глазах. Мы радуемся победе, но скорбим о погибших. Мы благодарим ветеранов, но помним о цене, которую заплатил наш народ за свободу. День Победы – это напоминание о том, что мир хрупок, и его нужно беречь. Мадина Цоро, Султан Булгучев, Магаз, 24. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию туризма, неизвестный боксер, президент Федерации футгольфа России, член исполкома Федерации хоккея с мячом, посол ГТО, создатель школы бокса, борец за экологическую составляющую, благотворитель, телеведущий, актер – все это о Николае Валуеве. Он сейчас путешествует по Кавказу вместе с семьей, прибыл в Ингушетию. Амина Зязикова подробнее. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев решил провести отпуск с семьей на Кавказе. Сейчас же остановился в республике. Первым делом гостя отвезли посмотреть башню Согласия. Там ему рассказали об истории архитектурной достопримечательности. Это замечательная башня Согласия, она меня просто поразила. Замечательная идея, прекрасная идея. И она, наверное, очень созвучна с историей вообще ингушского народа, Кавказа, потому что эти башни, они имеют тысячелетнюю историю. Что еще к этому добавить? Просто понимаю, что хочется приезжать.
История у ингушей очень богатая, говорит Николай Валуев. Депутату хотелось все это увидеть своими глазами, попробовать национальную кухню. Первое впечатление сложилось отличное. Особенно понравилась архитектура солнечной столицы. Очень сильно от многих, кстати, городов, того же там Ставропольского края, отличается пусть современным строительством, но строительством, что мне всегда было важно, я люблю порядок. Вот этот порядок, именно генплан, а не Шанхай какой-то, не хаос. Вот это приятно. Я думаю, что сам город, Магаз, будет очень привлекательным. И для тех, кто живет здесь, и для тех, кто приедет сюда просто погостить. Политический деятель строит планы на повторную поездку, но уже с рабочими целями. Сейчас же без подарка гостя не оставили, вручили ему папаху и даже научили прощаться на ингушском языке. Путешествие по республике продолжится. Уже завтра Николай Валуев с семьей отправится в горы. Амина Зязикова, Али Зязиков, Магаз 24. Это все новости. До встречи в эфире.